Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Большое спасибо, Салават Афенди. Большое спасибо всем, кто время нашел, пришел в преддверии Рамадана, в такое благодатное время, в последние, можно сказать, даже уже не дни, а часы месяца Шавбан, в стенах соборной мечети говорить о соборной мечети. Мне кажется, это так очень символично. И в конце нашего мероприятия, в завершении его, мы немножко еще по такому, он будет заявлен у нас и в презентации, мы так теоретически на него посмотрим в ходе нашей сегодняшней лекции, а практически, кто не знает, мы увидим одну из реликвий соборной мечети, находящейся прямо здесь, в музее Московской соборной мечети. Речь идет о копии Корана Османа, которая хранится здесь с самых первых дней открытия мечети. Когда мы... Да, я, с вашего позволения, тогда сидеть буду, и поскольку и презентацию мы тоже будем сейчас с вами вместе смотреть. Собственно говоря, когда мы с Салаватом Афенди думали о теме лекции, о хронологических рамках, хотелось именно выбрать такой период, который, ну не то чтобы не на слуху, он, конечно, изучается, но все-таки он не имеет такого вот обширного корпуса исследований, которые посвящены, или там статей, даже не только исследований, которые посвящены послевоенной истории Московской соборной мечети. Хотелось бы заострить внимание все-таки на истории ранней, которая от нас уже удалена более чем на век, и о том, как вообще на этом месте, где мы сейчас с вами находимся, где мы сейчас с вами слушаем эту лекцию, будем общаться, как вообще возникло здесь мусульманское сообщество, как возникла мечеть, как она была построена и какова была предыстория этого пространства и этой общины. Поэтому вот когда думали, то такими вот хронологическими рамками такими ограничили. То есть по существу мы говорим с вами, переносимся с вами, путешествие осуществляем в самый конец 19-го, в начало века 20-го. Это одна из самых ранних фотографий, один из самых ранних таких фотообразов Московской соборной мечети, как мы ее сейчас называем. Но на тот момент, когда она была сделана в самом начале века 20-го, статуса соборной, то есть статуса общегородской пятничной, она не имела, так не называлась. И даже вот на этой арабской надписи, точнее арабографической на татарском языке, говорится о том, что это икенче Москва Шариф мечети, то есть это фактически разговор о мечети, которая вторая по отношению к какой-то первой, то есть к мечети, существующей уже до этого времени почти век в Замоскворечье. Когда мы с вами переносимся в эту часть города, мы сейчас с помощью фотографий так представим это пространство гораздо более визуально, что ли, это фактически предместье Москвы, это окраины города, они уже вошли в состав города, это не за пределами, это не уезд, но по сути это предместье города. В Москве не было округов современных, как сейчас, там северо-восточный, центральный и так далее, а были части. Части – это полицейские части. То есть, по сути, город делился на различные такие районы, которые имели привязку к фактически их такому контролю за их жизнью, во многом полицейскому, во многом административному. И если мы говорим о той части Москвы, в которой мы тогда, значит, туда переносимся, или где мы сейчас находимся, эта часть города называлась Мещанской частью. Помимо нее, вокруг нее, рядом с ней находились две другие части. Например, Мясницкая часть и Сретенская часть. Вот эти три района, три, говоря современным языком, округа, они составляли основу второго магометанского прихода. Именно так официально именуется вот то комьюнити, да, та общность, которая возникает здесь, на территории, где возникнет в 1904 году Московская мечеть вторая. О той общине, о старой общине гораздо больше информации, очень много материалов, посвященных возникновению мечети исторической, которую мы называем исторической. Мы знаем, как она возникла, примерно знаем дату ее постройки, примерно, потому что все-таки разнятся немножко даты, но по сути это 1823 год. Это Замоскворечье, это старая, уже обжитая татарская часть города. Совсем другая часть возникает ко второй половине XIX века и совсем иначе социально. То есть она возникает на основе уже не купеческого капитала и не домовладельцев, то есть людей, которые владели здесь домами, а на основе жизни
отходников. Отходники — это особое такое сословие, можно сказать, в кавычках, в России второй половины XIX века. Это люди, которые по существу находились в сословии официально крестьянском, то есть они занимались земледелием, они жили в деревнях. Но поскольку в деревне зимой было им делать нечего, так грубо говоря, они хотели заработать, то на зимний период с осенних месяцев они уходили до начала земледельческих работ в города. И, соответственно, они не оторвались от деревни, но они не стали горожанами. Вот такая полумиграция, которая существовала в России и особенно стимулировалась после отмены крепостного права. Здесь надо сразу сказать, что татары крепостным правом не облагались, то есть они не были крепостными крестьянами, но они были в сословии государственных крестьян, но все равно так или иначе жили по такому вот ритму, даже скорее не только сословному, но и природному. И вот когда произошла отмена крепостного права, когда возникла в городе промышленность, когда активизировалась торговля, то эти люди стали на зиму, а потом, как мы понимаем с вами, если они успех какой-то маломальский имели, то они пытались уже перевозить свои семьи, они начинают в городе стремительно формировать новую общину. В Замоскворечье они не селятся, потому что, повторимся, Замоскворечье — это район, ну пусть и не самый престижный тогда, но все-таки это район домовладельцев. Это район, где люди владеют жильем, где они не нанимают жилье, и где, например, одной только семье Ерзиных принадлежало 9 домовладений, то есть они были настолько богаты. А люди бедные, люди, не имевшие средств, все-таки стремятся селиться в районах дешевых, где дешевая квартиросъемка. Соответственно, выбирают вот эти северные предместья, северные окраины города. Но поскольку земляческий принцип никто никогда не отменял, он всегда существует в жизни любой новой общины, то земляки группируют вокруг себя земляков. И так к концу, вернее, 19 века вот эти три части города, повторимся, Сретенская, Мясницкая и с некоторым отрывом Мещанская, становятся центрами новой общины, новой, второй мусульманской или в документах тогдашнего времени магометанской общины. И венцом ее развития, такой кульминацией ее развития станет появление уже мечети в 1904 году. Ну, мы как бы на нее посмотрели с вами, увидели ее облик, но тем не менее немножко, конечно, вернемся назад. Вернувшись назад, все равно мы так или иначе из ее пространства не выходим. Это тоже одна из ранних фотографий, дореволюционных фотографий молитвенного зала Московской мечети, второй мечети, которая вот возникает в 1904 году. Вот буквально за несколько минут до лекции мы разговаривали с представительницей фонда «Закят», который у нас в Московской соборной мечети, в Духовном управлении мусульман Москвы работает фонд «Закят». И был вопрос нашей сестры о том, а какова же вообще была традиция мусульманской благотворительности в Москве, там, в старые времена, в татарской общине. И по существу, если мы говорим о мусульманской благотворительности, мы ею обязаны, или она, как бы сказать, сформировала, создала это пространство. То есть, по сути, это пространство есть пример мусульманской благотворительности. Есть пример взаимовыручки, есть пример того, когда люди пользуются тем, что им время дает, то, что эпоха им позволяет, для того, чтобы сконцентрировать все усилия и, наконец, свою мечту долгую реализовать. Сам приход, фактически, так он официально именуется, прямо по-церковному, приход, начинает образовываться, оформляться к 1894 году. А мечеть будет построена через 10 лет. То есть практически вот такой зазор десятилетний между тем, как община сложилась уже, имела определенную регистрацию государственную, и тем, как появилась, собственно говоря, сама мечеть. Община не имела молитвенного пространства. Для того, чтобы посещать пятничные намазы в Замоскворечье, людям надо было преодолевать очень большие усилия. В источниках, например, даже упоминается, один мусульманин говорит: я не могу посещать пятничную молитву, потому что от места моей работы до мечети на Большой Татарской улице 3 версты. Вот он указывает, как-то он понял это пространство, и это для него далеко. Ну, учитывая, что транспорт гужевой, трамваи только появляются в конце века, и тоже необходимы пересадки. В общем, это сложная история. Но самое главное, конечно, не в транспорте.
а в том, что мечети, а точнее еще общины, они социально разные. То есть мы говорим, конечно, о том, что, ну, как бы сказать, в мусульманском пространстве, как и в храмах других религий, в общем, равенство существует. Тем не менее, все равно вот эту социальную отчужденность люди ощущали. Они ощущали, что в той мечети существующей все-таки молятся, составляют ее основу, имамами являются люди другого сословия. Это ощущалось, это постоянно по всем источникам проходит. Вот эта мысль, что там несколько другие люди, да, они такие же мусульмане, как и мы, они такие же татары, как и мы. Тем не менее, то, что там представители купеческого, богатого сословия, а мы по существу крестьяне, то есть мы занимаемся здесь, в городе, временным трудом, это ощущается. Более того, и там такое же отношение формируется. Например, имаму мечети на Большой Татарской улице принадлежит такая фраза Хайреддину Агееву. «Мы оседлые люди», говорит он о себе и о своей общине, показывая как бы пальцем на другую общину. Она не оседлая, она не городская. Здесь надо вообще отметить, что в конце 19-го, начале 20 века во всех европейских государствах, и в России тоже, очень серьезен был имущественный ценз. Это фактически был путь к тому, чтобы быть полноценным гражданином, полноценным даже подданным, да, империи. Имущественный ценз. Если ты не представляешь собой капитал, если за тобой нет движимого или недвижимого имущества, ты как бы такой человек неблагонадежный по сути. И поэтому отношение к этой общине, к мещанской, давайте ее так называть, потому что в такой литературе она именуется общиной, было достаточно такое, свысока и со стороны властей, и со стороны их собратьев по мусульманской, достаточно ограниченной по численности общине. Поэтому здесь вот этот фактор, этот момент необходимо было учитывать. Во-первых, далеко, во-вторых, люди разного социального статуса. Другой разговор, что здесь тоже жили, в общем-то, люди состоятельные, были они. Но вот один момент интересный, что по всему этому кругу, по всем этим трем частям был только один домовладелец. Его звали Хусайн Байбеков, мы на него сейчас посмотрим. Он торговал фруктами, бакалеей, ему принадлежал ресторан, и у него был собственный дом, и даже не один, но основной был дом на Цветном бульваре здесь. Все остальные люди, которые входили в эту общину, долгое время были квартиросъемщиками. Более того, некоторые из них снимали жилье коллективно, то есть они не перевозили семьи, это были одинокие городские жители, которые городскими могли считаться условно, да, все равно они были очень в серьезной связи со своей родной деревней. И им как бы противопоставлялась та часть, где люди обладали не только домовладением, но и предпринимательством активно занимались, преимущественно, конечно, традиционным для татарского московского купечества, меховым, торговлей, переработкой торговли каракуля, причем не только бухарского, как мы раньше думали, но вот в последнее время пошли такие интересные источники, которые рассказывают и о другом рынке сырья, с которым были связаны татарские московские купцы, калмыцкими степями, где также вот закупалась очень такая тогда модная, очень и в то же время дорогостоящее сырье мерлушка. Это шкурки ягнят. И, соответственно, считалось, что, не без оснований, что из мерлушки шьется очень легкие шубы, легкие головные уборы женские, да и мужские тоже. И, соответственно, это вот очень ценное сырье. Этим занимались торговцы, жившие, обитавшие, сконцентрировавшиеся в Замоскворечье. А здесь совсем все было иначе. И поэтому фактически средств для того, чтобы построить мечеть, у них не было. Был нияд, было намерение это сделать. Были возможности временных мест для молений, это было. Тот же Байбеков, например, пускал в своем доме на Цветном бульваре людей, и более того, длительное время на его квартире, в его доме, вернее, проживал один из имамов этого прихода, Мухаммед Сафа Алимов такой. Он жил прямо в его квартире, и в полицейских отчетах указывается его адрес, как дом Байбекова. Что еще было здесь? Были временные для праздников, не только для пятничных молитв, но и для праздников места для молений. Например, снимались различные квартиры, снимались различные залы. И вот однажды, например, мусульмане пишут городским властям, мусульмане этого мещанского прихода, мещанской общины: мы вот снимаем жилье в немецком клубе на Софийской набережной, и нам очень там некомфортно, говоря так современным языком, потому что там проходит увеселение, там проходят концерты, балы, там кафе открыто,
не халяльное, понятно. И, в общем, это такой европейский развлекательный клуб. Но вот они нам сдают на праздники, на Ураза-байрам, Курбан-байрам свой зал, и мы как бы не чувствуем его чистоту, что ли. То есть нам там некомфортно. И это одна из мотивировок, все-таки вот дайте нам возможность мечеть построить. Но здесь были определенные сложности, не только имущественные, но и административные, или даже точнее политические. Дело все в том, что генерал-губернатор Москвы в этот период времени, в конце 19 начале 20 века, был великий князь Сергей Александрович Романов. Он был дядей царя Николая II, он был консерватор, так мягко скажем, был сторонником все-таки приверженности прежде всего основам православия, и отношение его к неправославным общинам в Москве было, в общем-то, достаточно таким жестким, скажем так. Особенно он отличился в отношениях к иудейской общине, он фактически ее выселил, по сути. Да? Отношение к магометанской, поскольку она была и меньше, и менее значительной, не было уж прям таким каким-то выраженным, но тем не менее он блокировал все движения в адрес, в сторону строительства второй мечети. Суть в чем заключалась? Вот есть мечеть, она существует, она построена в эпоху светлого правления императора Александра I в 1823 году. Там есть, повторим это слово, этот термин, оседлые магометане. То есть люди зажиточные, люди, которым можно доверять, у них есть капитал, они себя уже династийно проявили, в общем, от отца к сыну передавая капитал, репутацию и так далее. И в общем отношение к такой, давайте ее назовем современным языком, мигрантской мечети негативное. Зачем она нужна? Другой разговор, что в той мечети не помещались люди на молитвы, и уже тогда на Большой Татарской улице молитвы, как пишет Хайреддин Агеев, проводятся во дворе, то есть внутри и во дворе. Она не могла вместить всех верующих. При том, что она была существенно перестроена, а по сути построена заново в 1880-е годы. Та мечеть на Большой Татарской улице, вот мы ее сейчас, которую видим, она по сути выстроена не в начале 19 века, а перестроена так сильно, что в общем даже полностью изменен ее облик. Сейчас мы на нее посмотрим, мы вернемся еще к нашему слайду с мемориальной доской, но просто вот эту мечеть вспомним, увидим ее облик. Вот он как раз такой был в 80-е годы века 19 на Большой Татарской улице, вот так она выглядела. Сейчас, в общем-то, ее можно, конечно, узнать, но видно, что сейчас она заслонена пятиэтажным домом, то есть она не по красной линии идет, а тогда, в 19 веке в конце, был забор вот такой вот, и она тоже была, в общем-то, не совсем по красной линии, она была в своем месте, где она сейчас находится, но участок был гораздо шире. И вот если вы обратите внимание еще, то при ее реставрации в 90-е годы не был восстановлен исторический минарет, а он был такой вот луковичной, интересной формы, а был какой-то более такой стандартный, казанский, скажем так, стиль был выбран. Но вот она была такая, она не вмещала верующих, но она была, давайте так в больших жирных кавычках скажем, купеческой мечетью. И вроде как-то со стороны властей, а главное и со стороны самого руководства той общины было, в общем, представление о том, что большего и не нужно. Почему такое представление было? Дело все в том, что приходы эти пытались объединиться. Была попытка такая между ними, чтобы они как-то нашли общий язык, и вот этот северный мещанский приход и замоскворецкий как-то вот состыковались между собой. Это происходило в 1867-1868 годах, когда умер многолетний имам хатыб той мечети Рафик Хазрат Агеев. И вот после его смерти, в общем-то, стал наследником, продолжателем, другим имамом новым, его сын Хайреддин, но и имам этой мещанской части общины, Бадреддин Алимов, тоже, в общем-то, как-то вот пристроился туда и тоже в той мечети служил. Но отношения между этими двумя имамами, сыном предыдущего и вот этим вновь прибывшим, были достаточно напряженные. Ну, они, опять же, и социально были разными людьми. Хайреддин Агеев по существу уже москвич, он окончил Апанаевское медресе в Казани, он имел образование очень серьезное, он имел связи в городской среде. А Бадреддин Алимов был вчерашним крестьянином. Он только что, буквально за год до этого, переехал из деревни, из села Овечий Овраг, Куйсуо, нынешней Нижегородской области,
и, собственно говоря, был вчерашним крестьянином. И, конечно, в общине произошло такое разделение, что одни были вот за одного имама, а вчерашние крестьяне, отходники, за другого. Долго он там как-то просуществовать не мог и постепенно стал отдаляться. То есть он был официальным имамом Бадриддин Алимов, но в мечети уже стал служить мало, а по существу служил вот на этих квартирах, которые предоставлялись для чтения пятничных намазов или для чтения праздничных 2 намазов в году. Вот таким вот образом эти общины, пытаясь объединиться, все равно исторически вот как-то не могли это сделать и по существу разделились. А напомню еще раз, к 1894 году вторая община была зарегистрирована. И таким образом движение в сторону строительства мечети приобрело официальный характер. Сергей Александрович блокировал, но все-таки время менялось. И вот буквально в преддверии революции 1905 года, а забегая вперед, или вернее уже закончив с его судьбой, в общем-то трагической, скажем, что Сергей Александрович, генерал-губернатор, погиб в результате террористического акта, его убил такой эсер Каляев, и, собственно говоря, жизнь его вот так закончилась, причем закончилась в Кремле, этот взрыв произошел, но это происходит уже в ходе революции 5 года. А до революции уже отношение властей городских начинает быть более лояльным. Но для того, чтобы воспользоваться моментом, вот так войти вот в эту вот какую-то ушко, да, вот такое игольное, да, вот так сделать, чтобы и возможности были материальные, и разрешение поступило. Надо было сделать так, чтобы все было тщательно подготовлено. И Бадриддин Алимов, имам мечети, уже достаточно немолодой. Вот если взять год его рождения, он в 1835 году родился в Овечьем овраге, то есть ему уже так под 80, за 70, когда он вот этими всеми делами начинает заниматься активно, когда вот такая кульминация его жизни наступает. Он, в общем-то, начинает работать с купеческим сословием. И вот тут очень интересный момент. С одной стороны, они вроде так вот разделяются, и вместе намазы как-то не читают, и живут своей жизнью каждая община. Тем не менее, купеческое сословие понимает, что надо воспользоваться моментом, крестьяне не соберут этих денег, они не смогут даже приобрести участок, и необходимо им помочь. То есть, когда возник такой судьбоносный момент, они пытаются найти общий язык. Причем очень важно здесь отметить, что купцы, которые поддерживают второй приход, они идут наперекор своему имаму Хайреддину Агееву, не одобряющему эту постройку, не лояльному к этому проекту. То есть они идут, в общем, по своему какому-то выбранному пути, исходя из тех средств, из того желания, которое у них возникает. Прежде всего, для того, чтобы построить мечеть, необходимо было приобрести участок. Для этого надо было сделать так, чтобы был участок не наемный, а собственный. И очень было важно это сделать. Дело все в том, что в Москве дореволюционной очень много было частных молелин. То есть в различных частных домах, например, в домах старообрядцев, были частные молельни. Государство относилось к старообрядчеству, например, да, негативно, настороженно, но тем не менее в частных домах, например, Рябушинского и других очень богатых людей, были свои комнаты такие. Вроде как-то это домашняя история, но тем не менее туда приходили и священники, приходили их родственники, знакомые. И вот так как бы полуподпольно, а полулегально, тем не менее, да, службы эти осуществлялись. Так и мусульмане. Мусульмане, повторюсь, на съемных различных квартирах намазы читали. И, в общем-то, да, они получали на это разрешение. Это не была уж совсем какая-то подпольная история. Каждый раз они обращались с просьбой, да, вернее, не с требованием, конечно, с просьбой о разрешении чтения намаза. Как правило, его получали. Иногда, кстати, и нет. Например, однажды было такое ходатайство у них на чтение праздничного намаза в частном доме, но отказ поступил по каким-то причинам. Но, тем не менее, все-таки это была достаточно такая легкая история. А вот с домовладением, с тем, чтобы был участок и на нем была построена мечеть, эта история уже гораздо более сложная. И здесь вступают в игру два человека, которым мы обязаны вот в буквальном смысле тем, что мы сейчас сидим, стоим, говорим, молимся на этом месте. Вот есть такие люди, да, они в истории остаются, и, к счастью для нашей общины, их имена сохранились, и более того, в 2015 году вот им была установлена мемориальная доска.
Это очень важно, то есть их имена на экскурсиях произносятся и так далее. Это Хабибулла Акбулатов и Сабиржан или Сабирзян в других источниках Бакиров. Два таких человека. Мы знаем их биографии. Хабибулла Акбулатов был выходцем из деревни Болотца или по-татарски Джаубаш Касимовского уезда Рязанской губернии. Был меховщиком, торговал каракулем и даже в рекламных буклетах, проспектах, точнее, начала века упоминается, что торгует он даже в Нью-Йорке. Ну и, соответственно, в российских городах Российской империи. То есть он наладил очень такие прочные связи с Бухарой, особенно после уже того, как Туркестан входит в орбиту, становится частью Российской империи, по сути, Бухара так официально не часть Российской империи, как мы знаем, под протекторатом, но тем не менее русский капитал туда приходит в лице татарских купцов. И, соответственно, он очень активно торгует, приобретает широкий такие, в общем-то, статус и на Макарьевской ярмарке, как ее называют, по сути, она уже нижегородская давно, но ее в татарской традиции называют Макарьевской. Он такой один из очень важных влиятельных фигур. Второй человек — это Сабирзян Бакиров, о нем мы знаем гораздо меньше. Мы знаем о том, что он упоминается как купец из города Малмыж Вятской губернии. Но, тем не менее, он все время с кем-то в связке находится. Например, он почему-то владеет одним и тем же домом с Акбулатовым в деревне Акбулатова. Или он является доверенным оренбургского богатейшего купца Ахмед-бая Хусаинова и является его таким представителем. То есть он, неизвестен его капитал, он какой-то все время чей-то партнер по бизнесу, по предпринимательству. Но так или иначе с Акбулатовым очевидно у них очень давние прочные экономические и, видимо, и дружеские связи. И при этом он не живет в Москве, в отличие от Акбулатова. Акбулатов-то из Касимова, но живет в Москве. У него своя квартира есть. А Бакиров упоминается как в тот момент уже житель Канавина. Это Нижегородский, Нижний Новгород, по сути, Канавина. Предместье тогда Нижнего Новгорода. То есть он связан с Нижегородской ярмаркой, он там участвует в строительстве ярмарочной мечети. В общем, такие торговые люди, связанные друг с другом прежде всего. Они в 1901, на рубеже 1-2 года, ищут участок. Официально они его ищут для себя, то есть строить домовладение. Вот так. Ни о какой мечети речи не идет. Они, грубо так говоря, не хотят афишировать то, что они ищут участок под строительство мечети. Приходят они прямо сюда, в это место, где мы сейчас находимся, и находят такого домовладельца Сергея Афанасьевича Мошкина, который не просто домовладелец, он потомственный почетный гражданин, то есть он тоже торговец. Может быть, они его не случайно нашли, может быть, они где-то там с ним пересекались, мы уже этого теперь не можем узнать. Сергей Афанасьевич владеет очень обширным участком. Он владеет участком практически в половину Выползова переулка до улицы Старая Божедомка. Сейчас эти топонимы, один сохранился, второй нет. Старая Божедомка — это улица Дурова, по которой проходит трамвайная линия, где мы сейчас только что с вами были, да, наверное, многие из вас. А Выползов переулок — это официальный адрес Московской соборной мечети. Но только тогда не было 7 там дома или какого-то, просто есть его большой участок домовладения, на котором он, значит, базируется, Сергей Афанасьевич. Они достаточно быстро заключают сделку, но сделка дорогая, даже по меркам того времени. Это 35 тысяч рублей. Почему она дорогая? Потому что это не престижное место, это не центр города. Богатый такой состоятельный человек здесь жить не захотел бы. Это можно было здесь что-то построить, сдавать в наем, например. Что-то вот такое. То есть это не для богатого каракулевого торговца, который торгует в Германии и в Америке. Это вот что-то такое подозрительное. Но тем не менее сумма значительная, большая, и участок приобретается. Он неудобный участок в том смысле, что, во-первых, на нем постройки деревянные от Сергея Афанасьевича остались. Он, как бы сказать, тут и хозяйственный двор, и все разные постройки, которые, как бы, если представить себе, что они на мечеть нацелились, их надо сносить или что-то с ними делать, то есть лишний расход. И самое главное, что участок достаточно такой по проекту кривоватый, то есть постоянно какие-то соседские участки вклиниваются рядом, это не весь переулок. Тем не менее, вот они выбрали это место, может быть, можно так предположить, это связано еще и с тем, что все-таки близость, и, наверное, это самое главное, близость
вот тех верующих, на которых они рассчитывают, это шаговая доступность. То есть люди могли со Сретенки, с Мясницкой части, ну со Сретенки тем более, дойти сюда пешком, по сути. И поэтому вот такой участок. Повторимся, в Мещанской части, вот непосредственно в самой Мещанской части, до строительства мечети мусульман было не очень много. Они потом начинают здесь селиться, после 1904 года. А в основном мусульмане селились в Сретенской, Мясницкой частях. Это по старым московским картам, да и по нынешним, это север Москвы, это северные районы Москвы. Вот этим, видимо, и была определена эта цель, почему они этот участок приобретают. Вот эти фотографии, конечно, очень поздние, это вообще 70-е годы, но тем не менее они запечатлели этот район Москвы таким, каким он был, и каким его уже мы никогда не увидим. Это район Выползового переулка. По сути, вот этот дом номер 5, мы сейчас к нему вернемся, по Выползовому переулку, он примыкает к мечети. Если мы с вами внимательно посмотрим, мы видим ее минарет. То есть это движение вот именно двух домов, то есть это дом номер 5, и за ним находится домовладение номер 7, которое, собственно говоря, является Московской соборной мечетью. Ну, сейчас очень трудно вот так реконструировать, где мы находимся, но если все-таки представить себе, мы находимся примерно на месте, где стоит пятиэтажка, опять пятиэтажка, только находящаяся в Выползовом переулке. Вот, собственно говоря, вот здесь. То есть вот этот пятиэтажный дом и следующий за ним многоэтажный, это вот место, откуда снимает фотограф на Выползов переулок. То есть он находится на его противоположной стороне от мечети. Этот дом тоже исторический, он не сохранился, понятно. Он исторический тем, что он принадлежал человеку, который его приобретает, по-видимому, после строительства мечети уже, дом номер 5. Это в будущем мутавали, то есть попечитель Московской мечети Мухаммед Амин Кашаев. Он всем этим домом владеет, и он же с 1911 по 1915 год его попечитель, ее мечети. То есть с момента строительства мечети мусульмане начинают сюда переселяться, они хотят жить прямо рядом с мечетью, в ее дворе. И поэтому впоследствии, вплоть до сноса этого района, количество татар здесь было выше, чем на других улицах. То есть, по сути, они воспринимают это пространство как свое родное. Возвращаемся к нашим купцам, торговцам. Они приобретают участок, и более того, не просто они его приобретают, они даже заказывают проект строительства дома. И если на этот проект посмотреть, он никак не напоминает мечеть. Для чего это было сделано, сейчас сказать трудно. Но можно, конечно, так пофантазировать, представить себе, что это сделали они для отвода глаз. То есть они пытаются найти возможности для легализации этого участка, но для того, чтобы у них его не изъяли, не заморозили, ничего-то с ним сделали, какого-то негативного сценария, они продолжают вот эту мистификацию со строительством, с частным домовладением. Это продолжается недолго, проект был заказан, понятно, ничего не было построено, и, наконец, они решаются на такой демарш фактически, то есть они открываются всему миру в своем проекте. Они предлагают этот участок бесплатно, безвозмездно передать Оренбургскому Магометанскому духовному собранию. То есть все, кто у нас присутствует и знает исламскую терминологию, они хотят перевести этот участок в вакуфный, сделать его общим для мусульман. И они выбирают не очень еще удачный для этого год, 1903, устои Российской империи все еще прежние, прочные, о манифесте о веротерпимости еще и речи нет, он появится только в апреле 1905 года, во время революции. Но тем не менее, вот время нельзя долго ждать, они же не знают, что времена поменяются очень скоро. Поэтому они вот на такой вот смелый шаг идут. Соответственно, они предлагают этот участок без разрешения на строительство мечети. То есть они не получили согласия на ее строительство, но уже вот такое вот предлагают. Соответственно, и здесь очень быстро подключается финансирование. То есть Оренбургское Магометанское духовное собрание соглашается на получение этого участка, муфтий Султанов. Оренбургским, напомню, оно называется по анахронизму, оно не оренбургское уже давно, а в Уфе находится. И, соответственно, этот участок должен перейти в пользование мусульманского духовного управления, то есть мусульман. И необходимо очень быстро, во-первых, составить проект, смету и найти финансирование для строительства мечети. Пока как бы обратно эта игра не отыгралась, как бы эта история.
люди эти найти средства не могут. Чуть позже, когда уже мечеть появится, ну вот такие цифры, например, что за время всего праздника Ураза-Байрам прихожане этой мечети, она уже когда будет построена, собрали 75 рублей. Все вот пришли, их около 10 тысяч. Они собрали 75 рублей. А семья Ерзиных к строительству молитвенной школы Мектеба при мечети выделила 3000 рублей от одного сына и по 500 рублей от других членов семьи, в том числе от третьей жены Салиха Ерзина, купца. То есть и даже вдова, старушка, тоже там 500 рублей взяла из кармана и выложила. То есть здесь речь идет о том, что это несопоставимые величины финансовые. И собирать деньги с протянутой рукой, с садака, это невозможно. Мечеть никогда не будет построена. Таким образом, Акбулатов и Бакиров начинают работать вместе с имамом Бадриддином Алимовым над поиском того мецената или тех меценатов, которые ее быстро и качественно выставят. Здесь есть источники нам в помощь и есть нарративы, то есть семейные истории, предания, воспоминания людей. Они, в общем-то, совпадают, эти две группы источников. Согласно воспоминаниям внучки московского купца Салиха Ерзина Раузы Ахмедовны Костровой, была подготовлена смета на строительство мечети. Она составляла 35 тысяч рублей. Если участок стоил, то смета стоила сумма сметы составляла около 40 тысяч рублей золотом. Соответственно, вот эта стоимость была проекта, подготовленного гражданским архитектором Николаем Жуковым в стиле вот того времени, таком, как бы сказать, сдержанном. То есть это была мечеть, но и, в общем, не особо выделявшаяся из городской застройки, разве что минаретами. И эту смету предлагалось для общественного, значит, обсуждения в общине, для того, чтобы собрать средства. Но сразу же в это дело вошел ее дед, вот дед нашей информантки, Салих Юсупович Ерзин, московский купец, который предложил полностью ее оплатить. Там была даже такая интересная история, что имам Бадриддин Алимов, имевший 5 сыновей, он 2 из них выделил, что называется, для того, чтобы они по всему мусульманскому миру прошлись, такая прямо вот буквально как в жанре восточного путешествия, собирая средства на эту мечеть. И отправил их, они аж до Кульджи добрались, то есть до нынешнего Синьцзяня китайского. Но это было совершенно не нужно, потому что здесь прямо в городе Москве можно было поехать в экипаже в Замоскворечье, в Клементовский переулок к Салиху Ерзину, и он эту смету одобрил. Поэтому многие историки, многих у нас историков нет по этому периоду, Дамир Хайреддинов, мы к нему сейчас обратимся, к его книге, он полагает, что просто Бадриддин Алимов хотел, чтобы его сыновья такое путешествие осуществили, мир повидали, под видом, значит, сбора средств, потому что он прекрасно понимал, что это бессмысленные затеи, никаких средств он в Кульдже или в Самарканде не наберет на строительство мечети. Мечеть оплатил строительство Салих Ерзин. Он очень быстро этот процесс как-то подвиг, и фактически она строится за 3,5 месяца в течение 1904 года, уже военного года, года русско-японской войны. Но Ерзину война, что называется, никакого к нему отношения не имеет, он продолжает заниматься своим предпринимательством. Маленькая такая ремарка по мусульманам и войне, купечеству и войне. Скажем, есть такие упоминания, что текстильные фабриканты, они даже наоборот приобрели свой капитал еще больше. Например, такая семья Акчуриных, текстильных фабрикантов из Симбирской губернии, тоже имевших отношение к этому месту, они вступили в казенные, в общем, поставки государственной стали сукна, и поэтому приобрели еще больше средств. Но, тем не менее, вот в течение 3,5 месяцев, то есть где-то примерно с мая начиная, кончая, ну так условно говоря, октябрем, то есть чуть больше 3,5 месяцев, но меньше полугода, мечеть была выстроена. Соответственно, она была выстроена, конечно, в спешке. В частности, в качестве одного из строительных материалов использовалась фанерная дранка, то есть она была пожаронебезопасна, мягко говоря. Были еще определенные трудности, но тем не менее к ноябрю она была полностью готова, и Ерзин, сохранился документ, вместе с имамом Алимовым пишут письмо, телеграмму отправляют муфтию Султанову в Уфу, чтобы он разрешил здесь читать намазы. Они настолько хотят ускорить этот процесс, как будто бы такое создается из источников впечатление, что они боятся, что даже она не откроется, что ли, или что на каком-то этапе будет закрыта.
потому что они оплачивают Султанову его ответные телеграммы. То есть это, в общем, он не нуждается в этом, у него есть канцелярские свои, значит, расходы, и он может отправить телеграмму муфти Султанов, дворянин и так далее. Тем не менее, они вот хотят, чтобы это вот пришла телеграмма, ответ вот сегодня же поступил или завтра. То есть, чтобы все это быстро-быстро происходило. И в результате муфти легализовал, губернское управление легализовало, и на самом раннем этапе, когда мечеть вот уже начали строить, то поступило еще обязательное в то время, это надо обратить внимание, такое положение существовало официальное. Генерал-губернатор обращается к правящему архиерею. В данном случае к митрополиту московскому Владимиру, по-моему, он был Крутицкий и Коломенский, если не ошибаюсь. Ну, в общем, он управляет московской епархией, что церковь не возражает против строительства. Митрополит Владимир отвечает, что он не возражает, поскольку православные храмы удалены от мечети. Самый близкий храм – это храм Филиппа Митрополита. Вот он находится в сторону станции метро Проспект Мира современный, то есть по меркам того времени далеко. И поэтому как бы угрозы вот какому-то такому вот искушению не существует, и поэтому это вообще какой-то дальний угол, и стройте, что хотите. Разрешение митрополита было получено, еще раз повторюсь, это не рекомендательное, это не в смысле, что архиерей там не возражает, а может возражать. Это официальная позиция, официальные условия возникновения иноверческого и иноконфессионального храма в Российской империи. Соответственно, к концу 1904 года она таким образом была выстроена. Фотографии Салиха Ерзина у нас нет, и нет не потому, что мы ее вот не нашли, не обнаружилась она. А почему? Потому что Салих Ерзин был сторонником того, что фотография – это портрет, то есть это вид изобразительного искусства. А будучи ортодоксальным мусульманином, он полагал, что изображение живых людей запрещено исламом, и, соответственно, фотография – это и есть то же самое, что и портрет живописный. И поэтому, прожив фотоэпоху, он родился в 1833 году, то есть вот он имаму Бадриддину Алимову почти ровесник, у них 2 года разницы. А умер он в 1911 году, уже когда вообще фотоискусство в расцвете. Тем не менее, его фотографий нет. И вот мы можем довольствоваться, например, фотографией со свадьбы его семьи, его потомков, его там детей, которая происходит в Москве в эпоху вот его жизни. И даже более того, его родственники рассказывают, что, ну такая-то, конечно, немножко мистификация или такая выдумка семейная, что вот он где-то здесь тоже, в этой комнате, но он не входит в кадр, потому что он религия ему, это его вера, даже точнее не религия, а его личная вера ему это запрещает. Поэтому фотопортретов старшего Ерзина нет, но тем не менее о его жизни мы очень много знаем, мы ее практически всю можем проследить. Это такой вот человек. Может быть, вот почему, да, есть такая версия, почему он так проникся этими чаяниями бедных мусульман, потому что сам он, по сути, был крестьянином по своему происхождению, ему капитал не достался от отца или от кого-то, он был выходцем из крестьянской семьи, в селе Азеево, Тамбовской губернии он родился, это нынешняя Рязанская область, в крестьянской семье, и как многие его, значит, ровесники, ушел в город, в Москву, мальчиком на побегушках, в купеческую лавку. Имя этого хозяина неизвестно, но тем не менее он не имел сыновей, этот хозяин, и как-то вот так постепенно получилось, что он стал его зятем и унаследовал эту лавку. Из лавки началось развитие его капитала. Он тоже, как и многие другие люди, начал его времени, его национальности, начал тяготеть к Средней Азии, к Туркестану, но он не сразу занялся мехами. Первоначально его сфера интересов – это хлопок и переработка и торговля хлопком. Существует такой интересный очень текст, это Варенцов, такой купец московский. Он не эмигрировал, остался в России, он гораздо моложе был Ерзина, но он его застал. И в его книге, в его мемуарах у Варенцова «Новое литературное обозрение» несколько лет назад издала его книгу и даже переиздавала. Там рассказывается о Ерзине в нескольких местах. О старике Ерзине, о том, что он был дворником на складе. И он мог, например, поскольку там везде был разбросан этот хлопок, он мог его утащить куда-то, перепродать куда-то, своровать, грубо говоря.
Но хозяева склада знали, что вот он это не сделает. Вот он такой кристально честный, чистый человек, что он, имея возможности какие-то даже мелких приработков, он это не делает. И поэтому ему очень доверяли. Потом ему давали на перепродажу. Как-то постепенно вот он из мелкого торговца, дворника. В общем, такой путь его какой-то был очень витиеватый, но все время связанный с богатыми людьми, рядом с ним находящимися. И в результате постепенно, когда не только уже хлопок, но и стал поступать бухарский каракуль, он на него переключается, и наряду с хлопком основной сферой его деятельности все-таки становится продажа и переработка меха, каракуля. Слово «мерлушка» — это вообще ключевое слово для фабрикантов, выходцев из Рязанской и Тамбовской губернии. Это вот какой-то пароль их, это вот просто вот их маркер, можно даже сказать, мерлушка. Постоянно это вот такое семейное слово. И Ерзин тоже им занимается, он создает торговый дом «Ерзин и сыновья», и незадолго до смерти, он умирает в 1911 году, незадолго до смерти он получает статус купца первой гильдии. До этого долго он был во второй, но к первой гильдии все-таки дожил. Соответственно, сыновья, значит, первая его супруга умирает, он женится второй раз, причем брак его очень, уже такой, видимо, он статусный человек материальный, что он посягает на семью Шакуловых, такую касимовскую семью, торговую, но самое главное сиитскую. Сииды, напомню, да, это потомки пророка Мухаммеда, саллаху алейхи вассалям, это особая ветвь вообще в мусульманском мире. В татарском считанные единицы есть людей, которые могут себя как-то вообще смело назвать сиидами. Шакуловы были из рода сиидов, и за одну из представителей этой семьи, Айн эль-Хаят, он вступает с ней в брак. И там рождается вторая группа детей, скажем так, 8 из 10. Но вот так сложилось, что и вторая его супруга умирает, и он женится третий раз. И вот эта третья супруга нам известна по источнику, где вот она упоминается как уже вдова Ерзина, передавшая 500 рублей на строительство школы при вот этой мечети. К 1911 году он домовладелец большой, но живет он в Замоскворечье, ходит в ту мечеть замоскворецкую. И тем не менее, вот он финансирует полностью от начала до конца строительство этой мечети. В источниках упоминается, что он ее не бросает и дальше. В частности, он уже, поскольку ее так в черновом варианте выстроили очень быстро, выясняется, что в ней нет дренажной системы, то есть в нее не проведен водопровод. И он полностью его финансирует. Он ее оштукатуривает внутри и так далее. То есть он ее не бросает. Тем не менее, мутавалиат он не возглавляет по каким-то причинам. То есть он не становится ее попечителем. А это попечение передается бухарцу, такому интересному человеку по фамилии Вагапов, который упоминается именно как бухарец. Что такое бухарец? Бухарец — это не обязательно узбек в современной трактовке. Это подданный бухарского эмира, живущий в Москве. Напомним, да, что Бухарский эмират независимое официальное государство, но под протекторатом Российской империи. То есть оно как бы входит в Российскую империю и не входит. Соответственно, его жители обладают как будто бы своим таким подданством, независимым, бухарским. Но многие из них живут постоянно в России, торгуют в России, возвращаются в Бухару или не возвращаются. И они могут быть людьми других национальностей, например, татарами. Поэтому, по сути, об этом Вагапе мы ничего не знаем по его этнической принадлежности. Но, тем не менее, он в Москве торгует, бухарец. Были там, правда, немножко уйду в сторону, были определенные ремарки, такие правовые. Например, подданному Российской империи многое было дозволено в Бухаре, а бухарцу самому нет. Вот, в частности, такая была интересная семейная история о том, что бухарцам запрещалось, которые вот прям бухарцы, им запрещалось заходить в места, где азартные игры, где, например, бильярд. Но многие хотели этого. А татарам, например, которые подданные Николаю II или Александру III, можно заходить в бильярд, потому что они как бы в другой правовой системе находятся, они как бы не граждане, не подданные. И там была такая любопытная история, что один молодой богатый бухарец вот всю жизнь мечтал туда зайти, посмотреть на это греховное, значит, место. Не мог туда проникнуть, и один, значит, татарский торговец его провел как своего там брата, свата и так далее. Провел его, но бухарец не умел играть в бильярд, понятно, но впервые увидел воочию. И он порвал бильярдное сукно сразу же. И был сразу же изобличен. И там в Зиндан его куда-то отправили. То есть как бы вопрос в том, что несмотря на близость этих государств, скажем так, да, они были все-таки в разной правовой системе.
Вагапов во всех источниках упоминается бухарцем, то есть он российское подданство не принял. Тем не менее, по российским законам он мог быть попечителем этой мечети. Он являлся долго достаточно, с 1904 по 1911 год, и в 1911 году он умер, но не в Бухаре, а в Италии. И, соответственно, из Италии был привезен в Москву, и в Москве на Даниловском кладбище похоронен. После этого надо было выбрать другого мутавалия, потому что здесь было важно. Вообще мутавалиат — это не обязательное условие, можно его и не собирать. Может просто быть какой-то богатый человек, могут прихожане сами как-то группироваться, собирать деньги. Но в московской мечети вот была такая традиция: должен быть один попечитель, возглавляющий остальных. Он собирает средства, он как бы выступает перед властью от общины, он всю хозяйственную жизнь регулирует мечеть. И тогда был выбран другой, значит, ему на смену покойному Вагапову Мухаммед Амин Кашаев, который вот, собственно, этим домом номер 5 и владеет. У нас, кстати, две фотографии есть. Вот он по-другому может выглядеть, этот дом номер 5 с другого торца. И опять видна мечеть. И не просто мечеть, но даже ее михраб здесь виден. Повторюсь, что это 70-е годы, это до сноса этого района. Вот, собственно говоря, ну, примерно там, где мы сейчас с вами находимся. Вот так, весь 50 лет назад. На доме, кстати, вывеска, висит номер его, дом номер 5. Соответственно, мечеть, хоть она как бы не по этой линии, а во дворе, она дом номер 7. Вот такая нумерация здесь была сложная. Соответственно, Мухаммед Амин Кашаев будет новым мутавалием. Он, во-первых, уже здесь живет. Во-вторых, он тоже торговец, и тоже торговец каракулем. Он даже в определенной мере земляк Салиха Ерзина, выходец из недалеко расположенной от Ерзинской деревни Азеева, деревни Иванково, такой, тоже там расположенный в нынешней Рязанской губернии, но тогда это был Темниковский уезд губернии Тамбовской. Соответственно, вот он оттуда родом, может быть, можно даже так пофантазировать, что, возможно, какие-то родственные могли быть связи, но хозяйственные, предпринимательские точно были, и он не случайно становится мутавалием и является им до 1915 года. При нем, при Мухаммеде Амине Кашаеве, здесь на территории этого участка строится мусульманская школа, мектеб. Это не медресе, как в некоторых источниках пишут. У нас, к сожалению, многие авторы путают эти два понятия. Все-таки давайте так прямо скажем, медресе — это считанное количество учебных заведений, серьезных, где готовят имамов. Здесь никаких имамов, конечно, не готовили, здесь просто элементарной грамоте учили мальчиков и девочек в этой мечети. Соответственно, по численности мусульманская община на тот момент, вот на этом рубеже до 10-х годов, составляла около 12 тысяч человек. Но потом, во время Первой мировой войны, начинается стремительный рост численности. И в городе и уезде мусульман, магометан, как тогда пишут, становится уже 25 тысяч, так много. Потому что приезжают, во-первых, беженцы из западных губерний. Их даже организованно перевозят в центральные губернии, но в основном это не татары, конечно, это люди других национальностей. Тем не менее, среди них много польских, литовских татар, они где-то вот тут тоже фиксируются. Кроме того, 14 год, 15 год, Первая мировая война, очень многие шлюзы, очень многие действовавшие официально законы уже не работают, ограничительные. То есть их не отменили еще, отменит их временное правительство, но по сути они уже плохо действуют. И поэтому люди уже смело устремляются в города. Соответственно, численность мусульманской общины составляет к моменту революции 25 тысяч человек. И, соответственно, 70%, примерно 70% из них составляют выходцы из Нижегородской и Симбирской губернии. Вот таким вот образом. Откуда мы так можем оперировать смело цифрами в процентах? Потому что есть источник, это метрические книги. Их две ведутся, в той мечети и в этой. Государство нет ЗАГСа в Российской империи. Государство не занимается учетом своих подданных. Учетом этим занимается государство только во время переписи. А перепись была, по сути, только одна, 1897 года. А вот так каждодневно, рождение, смерть, женитьба, этим занимаются религиозные общины, церкви. Соответственно, церкви, мечети, синагоги, кирхи, костелы, они ведут учет своих, значит, прихожан. И в Москве, поскольку две мечети, то две книги ведутся, метрические. Обе они сохранились, в смысле не экземпляры, они каждый год открывались, и, соответственно, они сохранились. Какие-то книги остались в Москве, но все в комплекте они находятся в Башкортостане. А почему там? Потому что
имам должен был вести книгу в 2 экземплярах. Одну у себя хранить, а вторую перенаправлять в Уфимский муфтият, потому что он ему подчиняется. И, соответственно, после революции архив Уфимского муфтията был национализирован, и в Башкортостане вот не сгорел, ничего с ним не случилось, он сохранился до сих пор. Соответственно, из этих метрических книг мы можем представить себе не только имена этих людей, они мало что нам скажут, а прежде всего их происхождение. Потому что если, допустим, в брак они вступили, то в браке указывается вступившие муж и жена и откуда они родом. Соответственно, с какой деревни, с какой местности. Ребенок родился у них, у отец и мать. Кто они? Умер человек. Откуда он? Где он? Почти никто из них, очень мало кто, урожденные москвичи. То есть подавляющее большинство людей, которые в совокупности рождаются, умирают, женятся и так далее, они все выходцы откуда-то. Еще раз повторюсь, около 70% из них это выходцы из 2 губерний, Симбирской и Нижегородской. Но если кому интересно, может даже немножко еще поглубже покопать с этими метрическими книгами. Скажем, по уездам даже есть там информация, что в Симбирской губернии это Курмышский уезд, такой очень обширный. А по Нижегородской губернии в основном это Сергачский уезд. Но не только он, например, есть такой Васильевский уезд, Княгининский уезд, в котором село Комкино, например, располагалось. Но вот по сути это вот эти деревни, которые там располагаются, находятся там. Мечеть, так суммируя, в мещанской части возглавляет 2 человека, отец и сын Алимовы. Вот с отцом мы уже познакомились, Бадриддин Алимов, так долго строивший мечеть почти всю жизнь, да, и выстроивший ее за 3,5 месяца. Это выходец из деревни Овечий овраг. И его сын Мухаммед Сафа, или его просто иногда Сафа Алимов называют, который его помощник, 2-й имам и параллельно торговец мануфактурой. Вот он тоже с ним вместе. Но он тоже родился в Овечьем овраге, то есть они оба, вот это очень важно подчеркнуть, прожив в Москве почти всю жизнь, они не приобрели статус горожан. Они во всех источниках упоминаются крестьянин села Овечий овраг и так далее. То есть они живут в городе 40 лет там, и так далее, но они никак не могут вот выйти из этого статуса, да? Потому что они никак не могут быть причислены к мещанам почему-то, да? Купечеству, там и еще кому духовенству. Вот они все время в каком-то находятся в таком старом своем урожденном статусе. Тем не менее, по сути, крестьянами они уже не являются. Для людей, которые знают историю нижегородских татар, и даже не только историю, но и современную жизнь, может быть интересно, что вот эти первые имамы, Алимовы, они были в родственной связи с очень почитаемым нижегородскими татарами, таким Авлия, как его называют, Авлия Садеком Абзи, села Овечий овраг. Он очень такой почитаемой фигурой являлся, в 19 веке жил и почитается до сих пор. По сути, его дом в Овечьем овраге можно так в кавычках назвать мазаром. Вот по аналогии с тем, что мы можем наблюдать в Средней Азии, на Кавказе. Это такая немножко, а может быть и не немножко, а может даже и шире сказать, суфийская история почитания человека, почитания его дома. Только если в Средней Азии это в основном гробница, то в дом Садека Абзи приходит именно в дом непосредственно, в его избу. И он являлся родственником Алимовых, или точнее они являлись его родственниками. Это один такой большой клан имамов, и вот они его представители. Алимовы в мечети существуют до 1914 года, но пожилой имам, очень уже пожилой, он даже указывается, что он не выполняет требы. Вот надо вообще отметить, что в имперский период в источниках не используется никаких мусульманских терминов. То есть они напрочь отсутствуют, несмотря на то, что у нас богатое востоковедение, петербургское, казанское, да даже чуть-чуть московское. Тем не менее, чиновники не употребляют никаких терминов, они используют церковные термины. Службы, приход, магометане, требы. Вот Бадриддин Алимов не может выполнять требы, он старый очень. Вот он уже, грубо говоря, он не читает уже никаких меджлисов, не проводит, он сидит в своей квартире, и вот он как бы такой вот лидер фактически. А требы выполняет его сын, Мухаммед Сафа. У него еще есть один сын, который его муадзин. То есть он провозглашает азан в этой мечети. И кажется, что эта династия как бы укрепилась здесь. Но прихожане очень вообще сложная субстанция, они сложные люди, они в любые времена, наверное, в любых конфессиях они вот могут так вот доверять, а потом как-то их мнение уходит. Мухаммед Сафа, к сожалению, умер, то есть старый отец пережил своего сына.
И он хотел утвердить своего другого сына имамом, но прихожане были против. А здесь надо вообще отметить, что имамы фактически наемные работники в этой мечети были. То есть они зависели от тех людей, которые эту мечеть содержали. И как-то так сложилось, что вот в услугах Алимовых уже особой нужды не было. И в 1914 году начинает движение такое на утверждение другого имама, молодого имама, которого звали Абдуль-Вадуд Фаттахиддинов, тоже нижегородского татарина из деревни Красный Остров. Он образован, он окончил сразу два как-то диаметрально противоположных учебных заведения. Он учился в Кашгаре, в таком заказанском медресе, в Казанской губернии. Это консервативное академическое медресе, такое, ну как бы сказать, консервативное именно, по-другому говоря. То есть оно бухарского такого склада. И в то же время он учился у Галимжана Баруди, наоборот, представителя реформаторского направления в Казани. То есть вот он как-то две в себе сочетал традиции. Был образован, был хорошим оратором, а по возрасту был моложе. И вот как-то попечители, прихожане как-то к нему стали склоняться. И в результате некоторой авантюры, конечно, это все не просто сложилось, тем не менее он в 2014 году был утвержден имам-хатыбом этой мечети, и Алимовы покинули ее, как бы сказать, как руководство. Но они остались в этом дворе, и более того, остались очень надолго. Более того, вот уже упомянутая Рауза Ахмедовна Кострова, она даже в конце 20-х годов посещала еще вдову одного из Алимовых, Маршиду Апу такую Алимову. Одна из жен Алимова была из касимовских татар и даже была Куран-хафизом женщина. То есть она читала Коран, знала Коран наизусть. Жена одного из сыновей Бадриддина Алимова. И вот она ее даже запомнила. То есть они, как бы сказать, уже поселились в этом дворе. Двор был очень сложно организованный. Мы уже об этом говорили. Во-первых, помимо того русского купца, которого купили участок, здесь куча было разных других мелких домовладений. На участке купца были деревянные избы и двухэтажные дома. И, в общем, все это было, вот как бы мечеть была вся окружена домами. Вот даже на этой фотографии видно, что за мечетью наблюдается деревянный дом. Мы можем посмотреть еще ряд фотографий, где деревянные дома еще больше будут видны. Вот это тоже фотография 70-х годов, это тоже Выползов переулок, где мы сейчас с вами находимся. Но это вид от улицы Дурова, давайте уж современным языком говоря, или от Божедомки. Вот если мы от трамвайных путей бы с трамвая сошли и двинулись в сторону мечети, то мы бы пошли бы по этой улице и, соответственно, увидели вот такую деревянную застройку. И примерно вот так все было окружено, была так окружена мечеть. Тоже поздняя фотография, и видно, что за мечетью вот эти деревянные дома. Они мечети не принадлежали большей частью, это были жилые дома, и там жили люди, и не только мусульмане. И вот так Алимовы где-то там затерялись в этих участках. Но имамом был уже другой человек, при котором мечеть уже вошла в новую эпоху, эпоху гражданской войны, Первой мировой сначала войны, революции, гражданской войны. И, в общем, он вошел вот так вот, как бы общину вывел уже в советский период. Очень такой сильный, авторитетный имам. Вот в 1921 году, в декабре, эта фотография тоже со двора мечети сделана, в 1921 году в Москве умирает его учитель, устаз Галимжан Баруди, тогдашний муфтий. Мы вот упоминали о нем, новометодник, реформатор. И очень они были привязаны друг к другу, очень дружили. Там Галимжан Баруди устраивал личную жизнь Абдул-Вадуда Фаттахиддинова. Там, в общем, они были почти как родственники. В 1921 году этот самый муфтий Баруди умер в Москве, потому что он постоянно ездил между Уфой, Казанью, Москвой во время голода в Поволжье, пытался там в наркоматы во всякие достучаться, чтобы вот помогать голодающим. Но он уж не от голода умер, а вот уже от возраста и от этих всех разъездов, переездов, гражданской войны. В общем, когда он умер, то Фаттахиддинов сказал, что джаназу намаз, погребальную молитву, надо осуществить здесь, прямо в мечети. И вот она на этой фотографии запечатлена. То есть это двор. Они фактически находятся вот за как бы ракурсом этой фотографии, сама мечеть находится. Поэтому вот такой был облик этого двора. Еще раз повторюсь, до строительства мусульман здесь было очень мало. А после строительства, ввиду того, что молитва рядом, мечеть рядом, концентрация мусульман, татар становится в этом дворе очень много, наоборот. Не только в этом дворе, но и в окружающих переулках. Один переулок вот просто исчез из городской карты, он назывался Тополев переулок, он полностью был поглощен
спортивным комплексом «Олимпийский». То есть от него вообще не осталось никакого следа. Еще был ряд переулков. И даже татары селились на противоположной стороне Божедомки, то есть там, где находились, вот вы, наверное, знаете, да, такие переулки, Троицкие переулки. А Троицкие они по Троице-Сергиевой Лавре, по ее подворью. То есть, по сути, это такая прям концентрация церковная. Тем не менее, там тоже несколько татарских семей на той противоположной стороне жили. Но в основном они жили именно здесь. О том, что мы с вами... Да, вот Баруди, чтобы на него посмотреть, вот он, как бы сказать, к этой мечети имел тоже отношение, приезжая в Москву, читал здесь хутбы, и вот и умер в Москве. А для того, чтобы увидеть, что мы с вами говорим реально о второй вот мечети, вот она есть, существует эта вторая мечеть, вот это образец, он раннесоветский, это 25-й год. Это фактически документ такой, который удостоверяет брак, значит, людей, заключенных никах, да, людей, которые жили в этом приходе. Соответственно, даже их имена сохранились: Фаттахов Зайнуддин и Хусаинова Гайнуль-Сар. Вот они заключили этот брак здесь, в мечети, и Фаттахиддинов, имам, этот брак удостоверил. Для чего это нам интересно? Он, во-первых, пишет «Ахунд второй соборной мечети». То есть он уже статус мечети поднимает до соборной. Вот этот термин «Московская соборная», он уже так рано употребляется. Второй, между тем, потому что есть первая, она действует, указывает адрес мечети. Адрес очень интересен. Указывается угол, как бы, да, 4-й Мещанской улицы и Выползлого переулка, дом 5. То есть администрация, как бы кабинет, грубо говоря, почтовый ящик этой общины находился в доме Кашаева, а не в самой мечети. То есть на тот момент имам как бы заселялся вот в реквизированном доме Кашаева на каком-то этапе. 4-я Мещанская улица, такой улицы уже нет в Москве, есть просто Мещанская, потому что все остальные Мещанские переименованы. 1-я Мещанская, проспект Мира, 2-я Мещанская, улица Гелеровского, 3-я Мещанская, улица Щепкина. И, наконец, 4-я Мещанская не переименовалась, и с нее просто сняли цифру 4, но она сохранилась так. И поэтому вот как бы на этом углу вот так вот он как-то так вот траекторию такую для себя определил, и такой вот документ дал. Вот он, этот документ виден, можно его посмотреть вот прям в такой общей красоте. Вот, это люди хранили эти документы, то есть суть в чем? 25-й год, уже 7 лет советская власть взяла в свои руки регистрацию, то есть ЗАГСы появились. Тем не менее, мусульмане продолжали, 20-е годы многие люди вообще не обращались в ЗАГСы государственные, не только верующие. Да. Да, совершенно верно. Вот, да, большое спасибо. Очень важная ремарка. Да, в мемуарах детей, да, Хрущева указывается, что только когда он был свергнут с власти, да, вышел на пенсию, они с супругой вспомнили, что они не зарегистрированы. А, соответственно, что потом после смерти кого-то из них произойдет, это 60-е годы. Они наконец поняли, что они не муж и жена по советским законам. И они, уже будучи пожилыми людьми, зарегистрировали. То есть это следствие вот 20-х годов, 20-е годы отношение к государственной регистрации брака у верующих людей, у неверующих людей было очень легкомысленным. То есть практически мало кто. Я даже из своей семейной истории могу сказать, что мои прадедушка и прабабушка не были зарегистрированы так вообще никогда. И когда прадедушка был репрессирован, а соответственно и реабилитирован, чтобы получить документы о реабилитации, пришли его родственники, и они удостоверили, что они вот свидетели, что они были мужем и женой. Потому что, по сути, кроме никаха, верующие люди, они, в общем, ничем больше не нуждались. Вот, это очень важный момент, который характеризует эту эпоху. Ну вот несколько фотографий мы посмотрим для того, чтобы понять суть, значит, наших героев, да, немножко их время представить. Вот эта фотография, она сделана в деревне Болотце, где родился и вырос Хабибуллах Булатов, приобретатель этого участка. Деревня, к сожалению, очень уже маленькая, но тем не менее вот какие-то отдельные такие реплики архитектурные напоминают, что когда-то здесь жили состоятельные купцы, торговцы. Это около города Касимова деревня располагается. Жители уже ничего не помнят. Но в таком, как бы вот если вот совсем они так будут сильно напрягать свою память, они вспомнят, что были два конца в деревне, Акбулатовых и Алышевых.
То есть вот в 21 веке с трудом вспоминают местные жители, что эти две фамилии. А Акбулатова — это вот приобретатель вакуфного участка, Алышев — это строитель другой мечети, Тверской. Фатих Ибрагимович Алышев такой. То есть вот там в деревне есть такие, вот это, ну как бы в деревнях принято по-русски говоря, называть эти места концы. Конец Алышева, конец Акбулатова. Но это не дом, это женский мектеп, вот так, женская школа, которая там была построена именно для девочек. И вот ее здание сохранилось, оно вот до наших дней дошло, но по сути там больше ничего нет особо. Это вот фотография московских татарских купцов, в том числе здесь раз, два, три, третьим, я не знаю с какой стороны, с моей слева, Хасан такой Ерзин, то есть сын строителя Московской соборной мечети. Дети Ерзиных фотографировались, дети Ерзиных владели русским языком, учились в русских учебных заведениях, более того, они уже родились в Москве даже. Например, такой главный его сын, старший, главный в смысле ведения предпринимательства Садык, он родился в 1858 году в Москве уже. И Ерзин, старик сам, Салих Ерзин, такую ремарку чуть не забыл, вот это очень важно сказать, при своих капиталах он был неграмотен вообще. Считалось, что даже по-татарски. Вот это удивительно, при как бы поголовной грамотности мусульман на своем языке, арабицы, считалось, что он арабицей не владел, и кириллицей имперской государственной тоже. То есть, по сути, вот все его дела предпринимательские вели его родственники. И их вел уже когда вырос, все в такую предпринимательскую власть в руки ну такую вот юридическую, что ли, взял его сын Садык. Он был вот таким вот управляющим его делом. Но у Ерзина было такое правило, которое он соблюдал и которое соблюдали его потомки вплоть до национализации, то есть до революции. Не разделять капитал, что-то в этом есть старообрядческое даже. Он стремился не разделять. У него было 10 детей, и они, ну за исключением дочерей, да, сыновья, они должны были выделяться из этого капитала, и вот должны были все вместе, вот так вот, патриархальный такой был у них уклад, и они должны были заниматься и предпринимательством от имени семьи и так далее. То есть это была такая общий такой большой клан. И вот одна из фотографий вот этих вот людей, они тут в овчинных шубах, наверное, да, вот они запечатлены здесь. Эта фотография, ну это некролог, можно даже сказать, наверное, да, ну просто такая биографическая справка о Байбекове. С его портретом, это единственная его фотография. Байбеков — это человек, вот, который, уже упоминали, давал до строительства мечети, сдавал, а по сути бесплатно, предоставлял точнее, свои помещения под молитвы на Цветном бульваре. Он тоже был выходцем из Касимова, но он не занимался, повторюсь, меховым промыслом, его интересовала другая сфера, бакалея, ресторанное дело, фрукты, торговля, тогда называлось колониальные товары, вот такими вот вещами он, такими товарами он занимался. И он был домовладелец. Повторюсь, в этом приходе он был единственный домовладелец, он по каким-то причинам к тому приходу не присоединился, а ходил вот в мечеть вместе с крестьянами, с отходниками в эту мечеть, но был капиталист такой очень серьезный, помимо дома на Цветном бульваре, ему принадлежали в не очень престижной тогда Семеновской части города очень много разных там складов, квартир и так далее в районе современных между метро Семеновская, Электрозаводская. Район совсем не то, что не татарский, а вообще даже совсем не татарский, потому что очень много там было старообрядцев. Вот он как-то туда вклинился и там имел домовладение. Но жил он на Цветном бульваре и, соответственно, владел домом, где предоставлял места для намазов. Тоже поздняя фотография советская, она изображает Трубную площадь от Рождественского монастыря, такой от Рождественского бульвара спуск, очень известный, такой один из крутых таких ландшафтных мест в Москве. Это место концентрации татар уже в начале 20 века и в течение всего 20 века. Сама площадь и ее переулки. В частности, здесь в дореволюционных источниках, сейчас назовем их, упоминаются люди, которые не просто здесь живут, но и занимаются предпринимательством. Каким? Предпринимательство особое. Это торговля конским мясом. То есть это мясные лавки. Они здесь появляются, есть даже вот имена, я их выписал, имена людей, которые этим занимаются. Вот в начале 20 века такой Ахмед Ахтынов владеет мясной лавкой из деревни Кочка-Пожарки, Нижегородской деревни. Семья Бельхановых владеет мясной лавкой на Трубной площади тоже.
Ну, судя по фамилии, она распространенная, ну, например, она распространена в деревне Семеновка Нижегородской, может быть, они оттуда родом. И еще были такие виды предпринимательства, они очень громко назывались кумысные заводы, но по сути это были не заводы, а просто вот как бы цех такой, где необработанный кумыс, значит, вернее, конское молоко перерабатывали в кумыс, и, в общем, там занимались вот таким делом, и, соответственно, это был сугубо татарский сбыт. И он концентрировался именно в районе Трубной площади. Соответственно, это было место концентрации, ее переулки. Переулки некоторые получили другие названия, но они вот здесь в источниках фиксируются как Сумников переулок, ныне Пушкарев, Колокольников, насколько я понимаю, он не переименован, так и называется. В общем, вокруг Трубной площади, в ее переулках обитало большое количество людей, магометан, которые являлись прихожанами этой мечети и были мелкими торговцами. Понятно, что капитал мясной лавки и мехового магазина несоизмерим, но тем не менее они все-таки уже стремились вырваться из отходничества к тому, чтобы заниматься собственным предпринимательским делом. Одним из богатых людей, которые здесь жили, был уже упомянутая семья Акчуриных, семья симбирских фабрикантов. Вот один из представителей, Хасан Тимирбулатович, понятно, что он так не ходил уже в 20 веке. Это для фотографии он так, значит, приоделся. Да? Это вот семья, которая еще так отличается своим бизнесом. Они занимались текстильным делом в своей родной губернии. У них было несколько фабрик в Симбирской губернии. Например, в Старой Кулатке, в Гурьевке, в таких деревнях были у них свои текстильные большие предприятия. И, собственно говоря, этот Хасан Тимирбулатович приобретает здесь дом на углу тоже Выползового переулка и Божедомки, и перед революцией этим домом владеет. И в завершении маленькая такая история, на которую мы сейчас посмотрим, кто ее не видел, а кто видел, просто вспомнит эту историю. Когда мечеть была построена в 1904 году, это, конечно, было целое событие, потому что появилась, мечеть была, да, но она была построена давно, в 1823 году, и это уже было как данность. И вдруг в Москве, в Первопрестольном граде, появляется еще одна мечеть. Газета «Таржиман», которую читали тогда мусульмане по всей России, газета выходила в Бахчисарае, ее издавал Исмаил Гаспринский, она прямо вот возвестила об этом. И татарские газеты к тому времени выходили, татарской печати было много после революции 1905 года в Казани, в Оренбурге, в Уфе, в Астрахани и так далее, в Петербурге, сообщили, что вот появилась мечеть. То есть это было прямо из ряда вон событие. Фотографию вот эту, которая у нас заставочная была, публиковали, что вот она такая вот интересная архитектура и прочее. И об этом узнает человек, который живет в Петербурге, его фамилия Кумысников, он торговец, не мелкий, не крупный, торговец, разным предпринимательством занимается. Уроженец нижегородской деревни Медяна. Он узнает об этом событии, и одновременно он узнает о том, что в Петербурге издается копия Корана Османа. Как издается? Фактически подарочно. Но здесь немножко такую ремарку надо сделать, откуда появился Коран Османа, копия его. Мы все хорошо знаем, да, мусульманское предание, мусульманскую традицию о том, что при праведном халифе Османе Коран был кодифицирован, то есть был собран воедино, дабы не было искажений. И вот во времена, когда еще сахабы были живы, значит, вот он был в текстах видел. После чего сделано было несколько экземпляров на пергаменте. Пергамент, напомню, это шкуры, обработанные телят, ягнят и так далее. То есть это очень дорогостоящая история. И были сделаны несколько копий Корана Османа. И они в разных частях мусульманского мира оказались. Через много-много веков один из экземпляров Корана Османа по преданию был вывезен Тамерланом, Тимуром в столицу мира, в Самарканд. Туда, где вот мир вообще концентрируется. Да? Каждый такой великий правитель, завоеватель, Александр Македонский, там, в разные эпохи, да, какие-то для себя центры мира определяет. У Тимура это Самарканд. И в мечети Биби-Ханам она хранилась. Даже не в самой мечети, там в разных мечетях, но около Биби-Ханам, например, располагалась и до сих пор сохранилась подставка для чтения Корана, каменная, грандиозная подставка, которую, значит, возвели в эту эпоху. Это была почитаемейшая реликвия. В
1868 году Средняя Азия завоевана Россией, и Самарканд, в отличие от Бухары, входит в состав Российской империи без каких-то условий, то есть это Самаркандская область. Но это же эпоха не цифровая, не интернет-эпоха, как сейчас, и даже не фотоэпоха, по сути, фотографий очень мало. Как барон Кауфман, который завоевал Среднюю Азию, может императору Александру II рассказать, что он сделал? Вот как бы я завоевал, Ваше Величество, Среднюю Азию, всю. Ну, молодец. А что, как вот это доказательная база? Я немножко утрирую, конечно, но барон Кауфман это понимает, что необходимо императора чем-то поразить. И он, как бы человек грамотный, образованный, он узнал о том, что есть такая реликвия, узнает всю эту историю ее, жизни этой реликвии, и он делает так как-то хитроумно, он официально выкупает Коран Османа у мусульманской общины, но по сути он его, конечно, реквизирует, забирает обратно и привозит в Петербург. Император Александр II, значит, очень удовлетворен этим трофеем, но его помещают в библиотеку в Петербурге. Мусульмане, конечно, не забывают об этой потере, и это такая историческая память, и, в общем, немного времени проходит. Но к 1905 году революции все-таки императорская семья не возвращает Коран Османа, а делает такой вот компромисс. А давайте с него снимем копии, но уже на бумаге, конечно, дешевле, не на пергаменте. Сделаем копии, эти копии мы будем дарить разным мусульманским там правителям, которые Россию посещают. Например, уже времена русско-турецких войн прошли, отношения с Турцией нормальные. Турецкому послу или султану, иранскому шаху, еще кому-то. А часть это как бы подарки, а часть можно в продажу пустить, чтобы это предприятие было окупилось, в общем. Потому что это каллиграф, он его фактически в полуручным образом он его делает. То есть там часть букв, она типографская, но по сути это очень такое кропотливое, по большому счету ручная работа. И поэтому этим надо заняться, в общем, очень тщательно. И часть экземпляров в продаже. И вот этот Кумысников, который прочитал в газете, там услышал, что мечеть в Москве построили, ему приходит в голову мысль, а надо ей сделать подарок этой мечети. И он тогда приобретает этот Коран, копию Корана Османа, и приносит сюда, и ее дарит в московскую мечеть. И таким образом он оказывается здесь. Надо вообще сказать, что история этих копий, бумажных копий пергаментного Корана Османа, она для нижегородчины очень такая интересная, потому что в двух еще нижегородских деревнях такие тексты находятся, такие экземпляры находятся. В деревнях Андреевка, по-татарски Мытар-Авал, и в деревне Ключище, по-татарски Суксу. В них эти Кораны Османа тоже были. А также один из экземпляров оказался в Санкт-Петербургской мечети, но при ее закрытии он был реквизирован властями, и сейчас он находится в экспозиции Государственного музея истории и религии в Санкт-Петербурге, в основном мусульманском отделе. Пожалуйста, его также можно увидеть. Но вот тот Коран Осман, который никуда не двигался, никуда не изменялся, не уезжал, не приезжал, это Коран Османа, я так его немножко грубо называю, да, он не Коран Османа, да, он копия копии. Он находится в Московской соборной мечети. И вот на этой фотографии, это фотография 60-х годов, то есть ей более 50 лет, тогдашний имам-хатыб Ахмедян Мустафин этой мечети, он его демонстрирует для фотографа. Люди, его прихожане, почти никогда не видели, потому что мечеть была, не имела административного особого какого-то помещения, и он хранился в том, в том административном крошечном домике, в кабинете имам-хатыба под замком в шкафу. И выставлялся гостям. Вот приезжали гости, например, такие как Гамаль Абдель-Насер, президент Египта, Сукарно, президент Индонезии. Не Сухарту, а Сукарно, там они похожие названия, имена, но разные люди. Еще разные там выдающиеся какие-то политические деятели своего времени. Было по советской традиции принято им культурную программу организовывать, и они посещали мечеть. Потому что это еще и важно с точки зрения политической, что в Советском Союзе она вот действует. И дабы им показывали разные достопримечательности, и показывали эту копию Корана Османа. Конечно, они были удивлены, то есть они ехали с идеей, что это государство сугубо атеистическое, религии здесь нет вообще никакой, а оказывается здесь вот такая реликвия. И это, конечно, способствовало их позитивному настрою. То есть этот текст еще и работал вот так вот
в идеологическом смысле. Но по сути он был реликвией. И, конечно, верующие постоянно, они его видели, то есть они могли это посмотреть, кто был знаком с имамом. Но по сути в общественном таком доступе он оказался только в 2015 году с новым зданием, и, соответственно, его можно, вот мы на него сейчас можем посмотреть, вот просто он за вами находится на витрине здесь. Вот. Он полностью копирует объем, куфический шрифт, вообще вот все то, что, как бы сказать, свойственно Корану Османа. Чтобы закруглить эту историю с узбекским его, не аналогом даже, а его основой, да, с чего он сделана была копия, в 1905 году ничего не произошло, вот только копии сняли в Петербурге, такой был каллиграф Писарев, востоковед, он был профессиональный, он все это сделал. И дальше он продолжал храниться в библиотеке. А когда произошла уже революция, причем уже февральская, мусульмане Средней Азии вспомнили о том, что вот у них это реквизировано. Но февральская революция хаос, и как ни странно, когда произошла Октябрьская, дело двинулось вперед. Ленин в политических, конечно, целях, тоже человек, давайте прямо скажем, образованный, ему эти истории не надо было, как бы сказать, глубоко там вызывать каких-то консультантов, по сути он человек в Петербурге находившийся, он знал эту историю, и поэтому он ее двинул вперед, в том смысле, что давайте, да, вернем мусульманам Советского Востока. Но гражданская война, и Средняя Азия, самолеты не летают, понятно, никакие, Средняя Азия и Петроград, Москва, это всего две разные планеты. И поэтому его, что называется, выдвинули, но дальше он очень долго путешествовал. Он очень надолго оказался в Уфе, например. И семья тогдашнего, вернее, будущего муфтия Фахриддина, она оставила целые воспоминания, как они жили с этой реликвией в одной комнате. То есть это был как живой человек, они не могли там вообще никак при нем там, ну я думаю, что они благочестивая семья, но по сути они вот жили с реликвией, потому что они считали, понимали, что вот халиф Осман, вот это вот все вот сюда дотрагивается. И поэтому в Уфе он долго был. Но в конце концов он доехал до Узбекистана. Но пока он ехал, времена поменялись. И в Узбекистане он уже был отдан не мусульманам, а в музей, в Ташкент. И не в Самарканд, а в Ташкент. И там все советское время находился. Ну и чтобы совсем уже закончить, наконец, вот в 90-е годы его вернули мусульманам, но опять же не в Самарканд, а он остался в Ташкенте в духовном управлении. По-моему, это называется Барахана мечеть. Вот он там находится, и мусульмане его имеют, и туристы имеют возможность на него посмотреть, и он там выставлен. Если на него посмотреть, понятно, что текст средневековый, это все видно, это по бумаге можно определить невооруженным глазом, не специалисту. Но его размеры и его каллиграфия, она полностью соответствует нашему, то есть наоборот, наш соответствует этому. И в общем, вот это такая реликвия, которая осталась от того периода, о котором мы сегодня с вами подробно, я надеюсь, говорили. Вот. Я на этом поставлю, наверное, точку, да, но если есть какие-то у нас вопросы, с удовольствием мы их можем с вами обсудить. Да. Азан на вечернюю молитву, поэтому если есть уточняющие вопросы, можно вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. За лекцию, виртуозное овладение материалом, очень приятно вас слушать. У меня вопрос про суфии, в которых вы очень вскользь упомянули. Да. Вы сказали, что суфии почитают человека. Я правильно понимаю? Ну, здесь если очень кратко, да, не являюсь специалистом, да, по суфизму, могу сказать только то, что в суфизме, конечно, роль вот личности, роль этого наставника, она очень велика. И фактически он, конечно, пользуется таким почетом. Нельзя сказать, что он посредник между человеком и Богом, но тем не менее его почитание, оно, конечно, выходит за рамки такого традиционного, ортодоксального. Вот тот же Садек Абзи, люди, которые к нему приходят, да, они фактически, ну что ли, молятся за его душу, а многие даже в определенной мере просят его, чтобы он просил у Всевышнего. Вот такая форма есть. Надо вообще сказать, что в московской общине о нем знали, безусловно.
и мнения о нем разделялись об этом культе Садек Абзи. Вот я просто конкретно об этом могу сказать. Часть людей считала и для себя возможным посещать его родную деревню, его родной дом. Часть считали, что нет. Это противоречит таухиду, единобожию. То есть вот такое разделение, дискуссия, она в мечети существовала. Вот уже показанный на фотографии Ахмедзян Мустафин, держащий Коран Османа, он в частности был, нельзя сказать противником, но он не сторонником был этого культа, например, потому что он был представителем джадидского ислама, джадидизма, новометодного, реформаторского, и считал, что вот между человеком и Богом нет посредников. Но и часть людей, особенно женщин, например, они его почитали. Есть примеры, допустим, женщин, которые не могли родить и приходили в его дом, или в какие-то беды у них происходили. Вот женская такая линия почитания, она была особо ярко выражена. Но и не только женская. Вот это такая очень интересная фигура, не изученная совсем, потому что мы хорошо знаем, достаточно хорошо о среднеазиатском суфизме, о кавказском, тем более о тарикатах, а вот о таких осколках татарского суфизма знаем очень-очень-очень мало. Кстати, чтобы не забыть, я сегодня уже упоминал Дамира Хайретдинова, и вот на книгу постоянно как-то ее пытался листать даже, вообще разговор о втором приходе магометанском, мусульманском, он изложен очень подробно в книге Дамира Зенюровича Хайретдинова, вот он так и называется, «История второго мусульманского прихода Москвы и его предшественников». Она вышла в 19 году в издательстве «Медина», в 19-м, по-моему, да. И, по-моему, она где-то еще есть. Вот, здесь рассказывается очень много, здесь много документов Хайретдиновым архивных собрано, которые рассказывают об этом раннем этапе. Он, конечно, изложен в статьях, но если вот так вот совокупно, то, наверное, лучшей такой более полноценной работы у нас в историографии нет по этой тематике. В том числе и на основе того, что Дамир Зенюрович работал с метрическими книгами. Это очень увлекательное занятие, когда ты открываешь книгу, рассказывающую о людях, уже давно ушедших, но вот как пытаешься реконструировать на основе их социальную жизнь повседневную.